Кто такие волонтеры и нужны ли они нам? Зачем больным детям микрофон, а их мамам цветная аппликация? Об этом и не только вы узнаете в программе «Дорога к храму». Больница. Невеселое место. Это знает каждый. Грустно, если ребенок попал сюда на неделю или даже на месяц. Ну а если лечение тянется целый год? Если прежняя, привычная жизнь осталась снаружи, а ты находишься в тесной палате и привязан к капельнице. Если старые друзья и любимые игрушки остались дома, одни не отличаются один от другого. От надоевших лекарств тошнит, да и мама расстроена и подавлена. Тут уж есть повод загрустить. А ведь любой врач скажет вам, что лечить затосковавшего пациента вдвойне труднее, чем настроенного на победу оптимиста. И чтобы поддержать попавших в беду детей, в больницы приходят волонтеры. Они приходят скрасить больничную жизнь ребенку, помочь и детям, и родителям пережить это непростое время. Мы находимся в этом гематологическом отделении уже давно, с апреля месяца. И так как лечение у нас очень тяжелое и сложное, и детям тяжело как-то адаптироваться вот к сложной такой обстановке, вот эти волонтеры наши, которые приезжают периодически к нам сюда, занимают наших детей, играют с ними. Дети как-то отвлекаются от этой сложной такой как бы повседневности сегодняшней нашей. Где наши ладошки? Вот наши ладошки. И сейчас у нас тихонечко начинает капать дождик. Он начинает по одной капельке, одного пальчика кап, кап, на 3 пальчика кап, 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 на 4 дождика переходит. Смотри, на 4 пальчика кап, 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 кап. Переходим на ливень, переходим на ливень. Ребенок должен жить максимально полной жизнью даже в больнице. И волонтеры помогают изменить качество жизни больного ребенка к лучшему. Ведь порой речь идет о последних месяцах и днях жизни ребенка. Никогда нельзя угадать, кому лечение поможет, а кому нет. Я просто очень люблю детей. И мне нравится с ними заниматься, чувствовать отдачу, когда они радуются вместе с ними. Эмоционально они раскрываются, и у них получается душа равновесие устанавливается. У меня у самой тоже так же, поэтому, мне кажется, это всех людей касается. И детей тоже, и взрослых. Не плачем мы тут. Мы здесь смеемся, мы здесь творим, мы здесь чудим, мы здесь устраиваем волшебства, мы здесь с ног до головы находимся в песке, здесь мы находимся в каких-то волшебных праздниках. Люди часто задумываются над вопросом: волонтер, кто это? Но не все знают точного ответа. Волонтерство – это немножко западное понятие. У нас всегда на Руси, в России было понятие добровольчества. В принципе, это давно такие формы организации со стороны людей. Это может быть учащиеся, трудящиеся прихожане храмов, мусульмане, тоже прихожане своих приходов. Люди, которые хотят помочь, безвозмездно помогают ближнему и на которых очень много зиждется. Волонтер – это доброволец, который занимается общественно полезным делом безвозмездно, ничего не требуя взамен. Сферы деятельности могут быть довольно разнообразны, но волонтер всегда несет добро, надежду и любовь. Именно этим и занимаются волонтеры благотворительного фонда «Потерь нет». Наш фонд является узкоспециализированным, и основные подопечные – это дети с онкологическими и гематологическими заболеваниями из Республики Башкортостан. Наш фонд оказывает им всестороннюю помощь. Это как материальная помощь, адресная материальная помощь детям, так и помощь отделению онкогематологии Республиканской детской клинической больницы города Уфы. Это единственное отделение, где проходит лечение дети со всей Башкирии. Мы приобретаем
лекарства, необходимые расходные медицинские материалы, оборудование. Мы оплачиваем специализированные исследования, обследования таким детям. Волонтеры фонда давно уже стали своими в Республиканской детской клинической больнице, с которой сотрудничает фонд. Волонтеров ждут мамы и малыши. Их помощи рады врачи и медсестры. Волонтеры очень нам помогают, вот играют с нашими детьми. Есть у нас музыкальные занятия. И на день рождения приходят, поздравляют. Игрушки дарят, развлекают детей. Очень помогает нам и детишкам нашим. Мы песенки поем здесь, развлекаемся, играем. Современная медицина не стоит на месте, и в настоящее время количество детей, полностью излечившихся от болезни, достигает 80%. Поэтому программы реабилитации сейчас особенно актуальны. Ведь даже самые продвинутые медицинские технологии пока не нашли способа объединить лечение болезни как на физическом, так и на психологическом уровне. Наши дети находятся долгое время в отделении. Они находятся в 4 стенах. Да, мы украшаем их пребыванием. Мы делаем очень много разных мероприятий, посвященных и знаниям, и каким-то развлекательным моментам. И тем не менее, эти 4 стены и за долгое время делают свое дело. Научиться коммуницировать, снова адаптироваться в этой жизни – это очень сложно. Вот реабилитационная программа как раз-таки построена на вопросах того, а как взаимодействовать между собой, а как научиться коммуницировать. Потому что часто дети после болезни либо они очень депрессивно закрытые, либо они, наоборот, очень открытые и бегут, летят, им все нужно, они очень активны. Вот тут это поезд. А тут вот палатки 2 стоят. Там мы с песочницей играем. А там игрушки мягкие. Людям помогать нужно? Можно. Почему нужно? Потому что это добро. Дайте мне нож. Это действительно непередаваемое ощущение, когда из одного маленького сжатого комочка ребенок за 4-5 дней превращается в такой вот раскрывшийся цветочек, который тебе все рассказывает, который тебе доверяет, который уже открыт миру, и это прям до мурашек, когда ребенок с помощью тебя может стать чуточку лучше, и они учат нас быть добрее, видеть что-то, чего мы уже не видим, взрослые люди, и мы вкладываемся в них, и они нам отдают, мне кажется, даже больше, чем мы им можем дать. Они сами нас учат очень много. Это прям очень здорово и непередаваемо. Да, ты прям сидишь, Таня, посмотри. У тебя как зовут? Ваня. У тебя сколько лет? 7. 7. А ты кем планируешь стать? Кем будешь работать? Полицейским. А почему? Потому что полицейские ловят бандитов и охраняют родину. Вот такой, да? Я очень люблю вообще работать с детьми, и здесь еще одно место, где можно сделать что-то важное, что-то ценное и увидеть такой удивительный результат в конце программы. У нас очень много проходит творческих мастерских для наших мам, где они получают большое удовольствие, когда они действительно на 2 часа спокойно могут не просто забыть, они могут вспомнить о себе и понять, что они живые, что они эти чувства переживают, приятные чувства. И начать вырезать. Наверное. Если вы вырежете детальки одного размера, то, например, здесь у вас будет большая щековидна, а здесь нет. Чтобы такого не было. Так, в плане реабилитации, конечно, нужна помощь, так как дети не могут адаптироваться сразу к обществу, как бы к своим ровесникам. Они не могут как бы влиться в коллектив и понимать, что они одно целое коллектива, а не отдельная часть как бы. Поэтому волонтеры очень доступно объясняют, что и как. Объясняют, как играть, например, и как общаться с детьми. Нас как бы тоже волонтеры отвлекают от обыденности, от быта нашего как бы, и дают много
разных мастер-классов, которые мы, например, дома у себя мы не можем. Ну, или нам некогда, или там не знаем, что это настолько интересно, например. А здесь мы как бы понимаем, что кроме нашего дома, быта и как бы ребенка есть другие вещи интересные. Мы можем, например, дома уже это сделать совместно с ребенком. Где-то 4 года назад я поняла, что мне хочется чего-то большего, чем простой работы, и я вышла в интернет, решила поискать, где требуется волонтер, где бы я могла быть полезной. Как раз нашла фонд «Потерь нет», он был тогда совсем молодой, где-то было около полугода. Мы списались с руководителем фонда Радмилой и пообщались, пришли к выводу, что мне было бы удобно заниматься донорским проектом, потому что я тогда работала по обычному графику с 9 до 6, у меня не было возможности выезжать и заниматься непосредственно, участвовать в волонтерской деятельности. А так у меня была возможность с места помогать, находить доноров детям, которые лежат в онкологии. И вот так началось наше сотрудничество, наша дружба с фондом. И вот год назад я полностью перешла и стала сотрудником благотворительного фонда. Но мне это близко, мне это интересно, поэтому я хочу не просто работать, но и делать какую-то общественно полезную деятельность вести. Волонтер – это человек, у которого есть своя жизнь, семья, работа и есть свободное время. И это время он тратит не на отдых и развлечения, а на то, чтобы помочь тем, кому очень грустно и плохо. Совершенно без разницы, кто какой национальности, вероисповедания и так далее. Сначала помоги человеку, потом, если захочешь, если он захочет об этом поговорить, о Боге, поговорим. Но сначала надо помочь. На этом, в общем-то, тоже и, можно сказать, зиждется, мне кажется, вот эта вот добровольная помощь, волонтерство, как на Западе принято это называть. Волонтерское движение уходит корнями глубоко в историю. В обществе всегда находились люди, для которых способом самореализации и самосовершенствования был труд на благо других. Если эти люди действительно искренне хотят помощь оказать, то эта помощь будет деятельной. Самая главная, наверное, деятельность, которая требует помощи вот со стороны, это дела милосердия, социального такого служения, когда нужно посетить больных, там, старых, пожилых, оказать помощь не столько материальную, а именно во времени. Да? То есть посетить в больнице там, нуждающихся, посидеть, поговорить, там, пожилому человеку сходить в магазин, там, убраться в квартире. То есть вот такая деятельность, она требует нескольких рук, которых всегда не хватает. Волонтерство связывают не просто с добровольной бесплатной работой в интересной области, но с жертвенным, бескорыстным служением немощным, больным, неимущим. Сейчас, по-моему, при всех храмах с благословения владыки у нас организованы волонтерские группы. Да, пока они небольшие, да. Порой там 4-5 человек, если есть, но пока потихонечку хотя бы эта вот структура вместе сообразуется, мы, я так думаю, начнем и общаться, и немножко образовательные проекты развивать, чтобы все-таки как-то человеку... А то, в принципе, когда человек просто сам по себе хочет, независимо ни от кого, а вот я хочу помогать и приду, он может очень сильно обжечься. Сам по себе вряд ли. Поэтому нужен этот обмен опытом, обмен знаниями. Как какое-то научение нужно. Я как православный человек просто знаю, что с Богом можно все вообще. В России одно из самых ранних официальных упоминаний волонтерской деятельности относится к 1894 году. В этом году были учреждены городские попечительства о бедных, в которых подавались добровольные пожертвования и где трудились волонтеры.
Когда я 4 года тому назад вступала в работу волонтерства и начинала работать с фондом, у меня было ощущение, каждый ко мне подходил и говорил: ты сумасшедшая, зачем ты это делаешь? И для всех это было какой-то новинкой, какой-то непонятной ситуацией. На сегодняшний день я заметила, что общество очень сильно изменилось. Общество идет совершенно в другую сторону, оно начинает действительно быть активным. Многие вещи для них становятся нормальным явлением. И вы знаете, я так приятно в последнее время нахожусь, приятно об этом говорю, меня окружают очень интересные, очень благородные, очень счастливые люди. Я им желаю, чтобы они всегда были здоровыми, счастливыми, и чтобы они всегда были радостными. В Евангелии от Матфея там очень просто сказано: как вы хотите, чтобы к вам относились люди, так и вы относитесь к ним. Так просто сказано. Не про добровольчество, не про волонтерство ли это сказано. Как раз так оно и есть. Потому что ведь до революции у нас в России во всех тогда губерниях, национальных, независимых, считалось удачей, если человек, выйдя на улицу, где-нибудь встретил увечного больного, дал ему, может, копеечку, а может быть, хлеба купил, а может, немножко помог, он всю неделю чувствовал, что сегодня я живу не зря. Волонтер – это человек, который хочет что-то отдать, хочет что-то чем-то помочь, хочет чем-то поделиться. И я очень четко понимаю, что человек, который хочет, это в большей степени альтруист, которому просто это нужно сделать. И, наверное, поэтому я волонтер. Но, вы знаете, на самом деле сегодня происходит такой сильный диссонанс того, что мы так любим эти слова, так любим быть активными, а мне очень хочется, чтобы это было нормой. Чтобы это не выходило за лимит это очень здорово или наоборот, это очень плохо. Нет, ни в коем случае, а чтобы это была какой-то определенной нормальной ситуация для каждого человека, что вот здесь я могу этим поделиться, здесь я могу изменить вот эту ситуацию. И каждый человек в мере своего понимания, достигая определенного уровня, вот, например, я как руководитель могу быть координатором, я, например, как мастерица могу быть и отдавать умение, навык, например, как плести. Каждый имеет возможность поделиться, наверное, знаете, с каким... Вот мне нравится это слово, это жизнь. Потому что дать возможность человеку снова жить, это, наверное, очень сильная вещь. Мы не являемся волшебниками. Мы можем всего лишь быть где-то хорошим словом, где-то хорошей возможностью в виде вот таких вот элементов, таких программ. Теперь нам нужно приготовить с вами цветочек. Да? Все нашли свои цветочки. Снова берем клей и хорошенько намазываем цветок клеем с обратной стороны. Прям хорошенько. Каждый понедельник я стараюсь выбрать время, чтобы прийти сюда и позаниматься здесь с детьми творчеством. Готовлю материалы дома, приходим сюда. Детишкам, конечно, очень нравится. Собственно, это и дает силы и вдохновение сюда ходить. Потому что, видя ту радость, которую они получают от всего этого процесса, хочется, конечно, доставить им ее еще раз и вернуться. Недаром же даже существует такое направление, как арт-терапия. И потом те дети, которые здесь лежат, они лежат подолгу, по полгода. Да? То есть у них нет возможности видеть и близких, друзей, и родственников, да? Особенно те, которые приезжают издалека, например, из районов. И любое какое-то событие в стенах больницы, именно такое развлекательное, я думаю, конечно, им будет на пользу. У нас часто проходят занятия по педиатрии в этой больнице, а сейчас у нас занятия по гематологии. Впечатления у меня очень прекрасные. Дети такие веселые, такие талантливые. В общем, нам очень понравилось, и мы очень рады, что с детьми проводят такие развивательные игры. Мне кажется, в каждой больнице должно такое проводиться. Детям всегда нужна поддержка. Наверное, лет 7 назад мне попалось на глаза в социальных сетях объявление, вернее, даже просьба о помощи тяжело больному ребенку.
И меня очень это впечатлило, тронуло до глубины души. И вот по мере погружения во всю эту тему, в тему благотворительности, мне просто захотелось что-то сделать самой. Да? То есть не так, как это обычно у нас в соцсетях, да? То есть деньги, еще что-то, а именно лично поучаствовать в этом процессе. И я нашла фонды, которые у нас существовали в Уфе. И как раз вот среди них был на то время еще совсем молодой «Потерь нет» фонд. И они как раз начинали развивать проект образовательный, который называется «Знайка». Мне казалось очень интересно, потому что я сама педагог по образованию, занимаюсь творчеством. Мне захотелось вот как раз все свои знания и умения сюда вложить. Любая благотворительная организация немыслима без волонтеров. Они занимаются общением с больными детьми и их родителями. Педагоги-волонтеры проводят занятия в отделении. Волонтеры-аниматоры устраивают праздники. Доноры сдают кровь. Волонтерская помощь может быть самой разнообразной. Кроме того, волонтерское движение – это объединяющее и воспитывающее начало для молодежи, способ самореализации для человека, которому близка идея благотворительности. Здравствуйте. Здравствуйте, Радмила. Нам очень приятно принимать ваших детей в нашем комплексе. И вот сегодня наш гостинично-ресторанный комплекс приготовил для ваших детишек этот сладкий уголок, можно сказать, сладкий подарок. Пожалуйста, вам спасибо. Да, я уверена, что наши дети и родители обязательно оценят ваш подарок. Спасибо вам за поддержку. На самом деле нашему фонду очень часто помогают именно вот с подобными вещами. Большое количество различных партнеров, спонсоров, волонтеров оказывают поддержку, каждый кто как может. Вот, ваш ресторанный комплекс подготовил для наших детей очень уютное помещение. Для наших волонтеров это отличное место для проведения этого мероприятия. Дети, родители очень довольны и территорией, и наличием всего самого-самого необходимого, ну и, конечно же, питанием качественным. То есть наши уже детки похвастались, как хорошо вы тут кормите. Вообще от помощи никогда нельзя отворачиваться. То есть Господь как-то промыслительно бывает устраивает так, что в нужное время появляются люди, которые готовы к тебе прийти на помощь. Наверное, в этом есть промысел Божий, поэтому если ты проявишь гордыню, да, и скажешь, нет, мы сами справимся, то это не совсем правильно. Здесь, получается, занимаются дети на занятиях ипотерапии, наши подопечные, которые уже вошли в стадию ремиссии, то есть многие из них достаточно долго в ней находятся, и как раз наш фонд оплачивает им занятия, потому что ипотерапия, она позволяет как бы им легче пройти стадию реабилитации в плане здоровья. Они хорошо катают, удобно на них очень весело кататься. Они очень быстро бегают, они красивые, разных цветов. Ну, не разных, там белый, черный, серый. Вот, и бело-черными пятнами. Нам очень нравится заниматься, потому что очень атмосфера такая, очень приятная. Именно для наших детей она вот умиротворяющая и вот на нервную систему очень положительно действует. Первые впечатления были просто фантастические. Мы, когда ехали обратно домой, было море позитива, прям поток информации, слов, ну, просто мега позитивный у нас день был, и нам вот мы с удовольствием, у нас уже довольно-таки прилично мы занятия отзанимались здесь, и собираемся дальше продолжать заниматься. В полном восторге. Очень нравится, очень нравится. Каждый волонтер должен уметь помогать, и я хочу помочь, детям, чтобы они нормальной жизнью, как раньше, зажили, веселились, как и прежде. Я их за больных не считаю. Я их как нормальными детьми, вот так же я с ними общаюсь, я обращаюсь с ними так же. У нас люди чувствительные и немножко сомневаются. А смогу ли я? А вдруг я не так посмотрю? А вдруг попробую? Да,
большинство людей, или трудящиеся, или учащиеся, они говорят, ну, у меня времени нет, вроде не требуется много времени. Немного. Час-два в неделю можем мы найти для ближнего. Но с этого вот и начинается, на этом зиждется как раз вот эта поддержка, которая имеет во всем мире очень большую отдачу. Если у вас освободилось время и появилось желание немножечко улучшить мир и помочь нуждающимся, то волонтерство – это как раз то, что нужно именно вам. В любом случае, работа волонтером доставит вам удовольствие, и вы будете гордиться тем, что участвовали в достойном общем деле, а знания и навыки, полученные в процессе, обязательно пригодятся вам в жизни.